развивать. В школьные годы я любил математику. Я не знаю, вы математику любите или нет. В школьные годы я очень сильно любил математику. Теперь я понимаю, что математика оказалась это жизнь. Например, чтобы модули или какие-то задачи математические решать, там надо вспоминать, откуда какая формула. Надо вспоминать, что чего привести, и потом, правильно, и используя эти формулы как рычаги, решать эту задачу, и в конце выводятся итоги. А в жизни то же самое. Перед тобой задача построить дом, перед тобой задача иметь свой бизнес, перед тобой задача жениться. А ты понимаешь, что это все расход. Расход, чтобы это делать, значит деньги нужны. Деньги, чтобы зарабатывать, что-то надо уметь. Это тоже самая формула. То есть находить что-то делать, чтобы эта система работала. В итоге задача была, в конечном счете задача была решена. Получается такое. Именно так и происходит. Видеть эту цепочку, как его решать. Оказывается, любой задачи, которые в нашей жизни есть, они все просто требуют решения. А что требует от нас? Просто сидеть, концентрироваться. Я заметил, что люди не умеют думать. По большому счету, основной проблема людей не потому, что жизнь сложная. Пожалуйста, внимание. Основной проблема людей не потому, что задачи, которые у них есть, нерешимы. Или проблемы, которые у них есть, они очень трудные. Проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в способности их мышления. То есть люди затрудняются думать. Им тяжело думать. Им трудно думать. То есть как находить пути решения. Им вот это тяжело. Например, другими словами, давайте возьмем два человека. Простым словами. Скажем, одного человека вот так и другого человека. У этого представьте, что он миллионер. У этого представьте, что человек, который элементарно работает, чтобы просто кормить себя и так далее. Теперь скажите, пожалуйста, задачи, которые у этого человека пойдет под рукой. Под руку. Какую-то задачу, например, элементарно. Купить дом. Для него это проблема? А для него это проблема? Вы видите, оказывается, проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в голове людей. Не надо его думать. Например, в данный момент у вас есть какая-то ситуация. Откуда я это понял? Когда был в долгу и проблемах, и денег не было, и так далее. И очень было тяжело. Я сидел, думал, вот моя проблема. Была бы проблема для Дональда Трампа? Я думал, это же было бы это ерунда какая-то. Наверное, он каждый день решает какие-то десятка таких задач. Я сидел, думал, значит, не проблема сложная, значит, я маленький человек. Согласны? Кто не понял? Я вспомню, однажды своему сотруднику отправлял в банк получать кредит или чего-то. Отказали нам. Я сказал, значит, мы маленькие люди, не потому, что банки плохие. Я вспомнил, однажды одному человеку коммерческое предложение писал, и он отказал купить мои тренинги. И я сидел, думал, значит, я еще маленький человек. Не потому, что люди, им не нужна да, они хотят. Значит, ты маленький, ты должен расти. Я сидел, думал, значит, мне надо работать. Просто надо расти. Вся проблема в нас. Поэтому вся эта курс, я буду говорить о вас. Иногда попрошу вас делать какие-то движения, правую руку поднимать, повторить за мной и так далее. Вы знаете правила, как конспектировать, правильно? Как учить, как конспектировать и так далее. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Самый дорогой актив – это ваш характер. Золотая страница. Да, золотая страница. Вы заведите, пожалуйста, золотую страницу, туда обязательно пишите «Самый дорогой актив» – это мой характер. Ребята, ваш характер, она является самое дорогое. Иногда люди меня спрашивают, ну и у меня и так хороший характер. Знаете, все люди про себя хорошо думают. Все люди так думают. Как вы думаете, талант важнее или характер важнее? Вы согласны со мной, что настойчивость и упорство, и вера, она стоит впереди таланта? Настойчивость, упорство, это золотая страница, пишите, пожалуйста. Настойчивость и упорство, и вера,
она стоит впереди таланта. Этим что я хочу сказать? Я видел людей, которые супер гениально талантливы, но эти ребята свой талант не могли использовать. Настойчивость, упорство и вера, она стоит впереди таланта. Я видел очень много талантливых ребята, которые, у них не хватало вот этого характера, не хватало настойчивости, не хватало терпения довести до конца, не хватало решительности, и они все потеряли. Очень много талантливых ребят в жизни ходят потерянные. Они гениальные ребята, но они потеряны, они не верят в себе. Они говорят, да, это хорошо, ты думаешь, что я не знаю? Я это знаю. Что бы ни говорили, я это знаю. Потому что у них очень слабый характер. Поэтому я хочу кое-что сказать, чтобы вы меня поняли. В этом курсе я хочу, чтобы у вас произошло кое-что. Кое-что, сочетание, комбинации кое-чего. Первое, это что? Это как маховики, часы. Часы же есть, маховики держат, которые крутятся. Это ваше мышление. Это ваш характер. Это ваши знания. Это ваши навыки, умения. Все должно в одной комбинации работать. Ваши действия. Все должно работать в одном комбинации. Смотрите, ваше мышление, у вас мышление должно быть правильное, которое позволяет вам видеть. И ваш характер должен соответствовать. Например, я знаю людей, которые, они супер мышление имеют. Они позитивнее вообще. Каждые 2 минуты один анекдот говорит, смеется, ходит. Но характер гнилой по полной программе. Он супер веселый парень, с ним, знаете, вот так, день рождения надо отметить, что... А в жизни с ним ничего делать лучше не надо, лучше с ним только танцевать. Будешь с ним что-то-нибудь денежные отношения иметь, кошмар у тебя начинается. Поверьте, это правда. А вы говорите, классный парень, он веселый, да, он веселый, но у него характер совсем гнилой, когда дело касается денег. И знание. Знание должно быть, профессиональное знание должно быть. Я верю, что все должно быть в одном гармонии. Если знание не сочетается с этим вещем, тоже не... Знаете, быть хорошим человеком мало. Поверьте, мало. Я это точно понял, когда у меня денег не было учиться. Я бросил 3 вуза. Только потому, что у меня не хватало денег. И это никогда не забуду этот день. Я тогда понял, что быть хорошим человеком это очень мало. Знаете, правую руку поднимем, повторим за мной. У хорошего человека должны быть хорошие слова. Хорошая жизнь. Хорошие поступки. Хорошая семья. Он должен быть хорошим примером. У хорошего человека все должно быть хорошо. Вы согласны с этим? А говорить, что я хороший человек, но я бедный. Как ты это поймешь? Я очень хороший человек, но не могу обеспечить свою мечту. Я хороший человек, не могу дать детям тот жизнь, которую они мечтают. Как это понять? Это далеко не так. Я не могу делать то добро, которое мечтал. Я думаю, что что-то не так с этими людьми. У хорошего человека все должно быть хорошо.